Друзья, рад вас приветствовать на моем канале. С вами Ольга Быстрова. Предлагаю вам прогноз на неделю с 24 февраля по 1 марта 2020 года для Девы. Прогноз делаем на метафорических картах. Первая карта – основные события этой недели. Карта говорит о том, что вам будет вести буквально во всем, за что бы вы ни взялись. Если у вас какие-то сложные ситуации были до этого времени, то они все благополучно разрешатся, и вам в этом помогает сама жизнь. Карта говорит о том, что будет много радости, много каких-то приятных моментов. Будет такое ощущение, что у вас вот абсолютно все получается, все двери для вас открыты, все возможности осуществляются и реализуются. В общем, здесь действительно такое ощущение, что вы договорились со своей судьбой, и она вам помогает во всем абсолютно. Замечательная неделя для Дев. Посмотрим отношения для тех, кто пока еще без пары. Здесь выпадает карта такой замкнутости. Карта говорит о том, что, скорее всего, вы слишком уж замкнулись в том пространстве, в котором сейчас находитесь. Это может быть как в материальном виде, да, то есть вы можете просто дома постоянно находиться, либо где-то в четырех стенах, то есть вы ничего не меняете в жизни, ничего нового не видите, не открываете для себя, нет никаких новых людей, нет никаких новых знакомств, и вы уже как бы поддались такой меланхолии, и вам кажется, что так всегда и будет. Но по сути есть дверь, да, вы можете встать и выйти. То есть вы по сути сами себя закрыли вот в таком вот пространстве, в своих убеждениях о том, что у вас уже в жизни ничего хорошего не будет, да. То есть вот нужно менять краски, нужно менять положение, да, то есть вы сейчас, даже если вы, допустим, не лежите, да, то у вас такое ощущение, что вам хочется лечь, укрыться с головой и никого не видеть. Но вот нужно обязательно выйти из этого серого состояния. Если не делать никаких решительных шагов, то очень легко в нем оставаться долго. И тогда ничего не будет меняться. Но в любом случае здесь перемена нужна. Нужна радость. Посмотрите, у вас есть возможности на этой неделе. Нужно ими воспользоваться. Просто как бы не особо задумываясь о том, что какая-то цель у вас определенная есть, да, нужно просто одеться и выйти в люди, выйти в новую жизнь, может быть, заняться каким-то творчеством, может быть, записаться в какую-то группу по интересам, может быть, начать чему-то учиться. В общем, в любом случае вам нужно как-то менять жизнь. Видите, какая здесь большая разница. Давайте посмотрим, что ждет тех дев, у которых есть пара. Карта говорит о том, что вы многие вопросы оставляете нерешенными, и у вас может на этой неделе вот какая-то часть вот этих проблем выйти наружу. То есть, скорее всего, есть вопросы, о которых нужно поговорить, которые нужно обсудить, и они, скорее всего, давние. И вот может быть такая ситуация на этой неделе, когда придется доставать все это из чердаков, скажем так, да, и разбираться с какой-то ситуацией. Кроме того, карта говорит еще о том, что можно пролить свет на какую-то ситуацию, то есть узнать какую-то правду, то, что от вас скрывалось долгое время, может выйти наружу. Это еще одна сторона карты. Можно и по-другому здесь сказать. Можно сказать, что пора пришла в ваших отношениях обновлять что-то. Может быть, вот то, как вы привыкли жить, оно как раз как бы безрадостное существование. В нем много лишнего, да, много такого вот, что уже не служит вашим отношениям. И карта говорит о том, что вам нужно обязательно начать как-то по-новому себя вести в отношениях. Нужно убрать все лишнее старое, начать что-то такое, может быть, романтику внести в отношения или быть более искренними. Но в любом случае нужно в отношениях что-то менять. Нужно быть более открытыми. Нужно стремиться к тому, чтобы у вас в отношениях было все чисто, светло, там, радостно и так далее. И причем есть возможности для этого на этой неделе. Посмотрим для тех, кто в ссоре, карту.
Карта говорит о том, что вы вполне можете сказать все, что вы хотите, если это будет форма, ну, как бы такого приятного общения. И вас выслушают, вас поймут, вас поддержат. И, скорее всего, все наладится. Самое главное здесь не терять самообладание, самое главное быть искренним, честным. И самое главное здесь не терять чувство собственного достоинства, не впадать в жертвенность, да, не соглашаться на то, что вас лично не устраивает, но при этом стараться идти на примирение. Вот просто поговорить так, как вот вы можете от души, да, и может вопрос быть решен. Посмотрим работу. Что у дев в работе происходит? Те, кто ищут работу, здесь пока что могут быть проблемы. Либо попадаются не те совершенно руководители, которые вот вас бы предпочли видеть в своем коллективе, либо, может быть, вы сами как-то себя неправильно позиционируете, может быть, есть какие-то неправильные убеждения, страхи и так далее, да, то есть, но пока что на этой неделе есть преграда вот к получению работы. Но посмотрите, здесь такая тоненькая стеночка, дверь, да, и мы видим, что, в принципе, это можно обойти, это можно там как-то отодвинуть, убрать и так далее, да, то есть преграда, скорее всего, выстроена вами же самими. Посмотрите, что у вас может такое быть, что мешает вам найти работу. Может быть, это не та работа, которую вы хотели бы получить, или, может быть, которая вам подошла бы больше. Или, может быть, у вас неправильное отношение к себе, может быть, вы скрываете какие-то свои достоинства, опыт и так далее. То есть посмотрите, что здесь может быть. Здесь даже вот цвета разные. Посмотрите, с одной стороны двери здесь как бы розово-сиреневые тона, а с другой стороны двери тут зелено-голубые. То есть получается так, что у вас совершенно как бы разные энергии, да, вот вы ищете работу такую, которая вам не подходит. Нужно будет подумать, может быть, что-то стоит поменять в ваших планах. Может быть, нужно направление какое-то выбрать, другое, более вам подходящее для тех, кто работает. А здесь карта говорит о том, что на этой неделе могут быть какие-то затяжные процессы. И вам кажется, что вот-вот уже результат, но еще пока что придется его дорабатывать. Да? Нужно подождать, либо время какое-то определенное должно пройти для того, чтобы вы закончили ту работу, которую нужно, или получили там те результаты, которые вам нужны, либо признание получили. Да? То есть эта неделя, она как бы такой период еще пока что подготовительный. Завершается, может быть, какой-то процесс, либо подготовление происходит. Кроме того, по этой карте нужно разобраться с вашим настроением. Подходит ли вообще вам эта работа? Может быть, вам нужно подумать о чем-то новом, если здесь, допустим, вас не радует, ничего не получается. Вы попробуйте, оставаясь на этой работе, поискать еще какие-то другие варианты для вас, чтобы для вас действительно была открыта возможность проявить свое творчество, индивидуальность, вот показать себя, вот весь свой опыт, полностью себя проявить. Финансы. Нет, еще работа для тех, кто своим делом занят. Здесь карта говорит о том, что может быть какая-то неожиданная ситуация, довольно-таки сложная, возникнет на этой неделе. Это может быть проблема с конкурентами, проблема с негативно настроенными клиентами, либо, может быть, кто-то в коллективе ведет себя так, что как бы разрушает общее такое настроение. Это с одной стороны. С другой стороны, здесь вот зима, и, скорее всего, заканчивается какой-то период, может быть, сдерживающий для вас, и вы можете себя проявить вот в полной мере. То есть вы можете начать, наконец, продвигаться большими такими быстрыми шагами к своей цели. То есть, может быть, уже даже близко как раз вот достижение вот этих самых ваших целей. Даже если у вас не получалось вот все последнее время решить какой-то важный вопрос, начать какой-то важный проект, то вот сейчас время для этого пришло. То есть карта говорит о том, что нужно смело начинать вот то, что вы долгое время вынашивали, да, то, что вы долгое время обдумывали. Прям самое время, будет очень хороший результат. Финансы для тех, кто работает.
Здесь, конечно же, можно просить, чтобы вам выплатили какую-то часть зарплаты, либо всю зарплату, потому что, скорее всего, у вас, ну, как бы состояние будет такое критическое с финансами. И, в принципе, если вы обратитесь, то вам обязательно помогут. И нужно обязательно обращаться, не нужно ждать, допустим, что ну, как бы само собой все произойдет. Нет, не произойдет. Либо нужно обращаться к начальству, да, чтобы вам выплатили зарплату, либо какую-то часть, либо нужно просить близких, чтобы вам помогли в этом финансовом плане, может быть, даже и в долг придется взять, да, либо, может быть, просто кто-то из ваших родных, из ваших родственников просто может как бы безвозмездно вам помочь. Лучше всего, конечно, чтобы это был не долг, а просто вот помощь. Для тех, у кого свое дело, и у них финансы зависят от того, насколько вы проявляете себя, насколько хорошо вы знаете свое дело, насколько хорошо вы реализуете свои способности, таланты. В общем, для вас самое главное, во-первых, любить то, что вы делаете, во-вторых, быть свободными как бы в вашей деятельности, да, то есть именно делать то, что вам нравится, а не оглядываться на то, что обычно принято, привычно, да, то есть у вас должна быть своя какая-то индивидуальность, свой почерк в работе, именно тогда вы получаете самое лучшее вознаграждение, то есть в финансах именно так это все выглядит. Кроме того, вы должны подумать о втором источнике дохода, скорее всего, это пока у вас идея просто, но это может стать реальностью. Дверь открыта, то есть есть возможность начать получать деньги еще из одного источника. Но здесь все зависит от вас. Начнете реализовывать эту возможность, будет, значит, у вас такое как бы начало. То есть здесь еще тень, да, мы не видим четкого очертания силуэта, ну, как бы человека. То есть карта говорит о том, что это лишь возможность. На этой неделе, конечно же, вы еще деньги эти не получите, но они в будущем могут проявиться. Давайте посмотрим совет для Девы на эту неделю. Совет говорит о том, чтобы мы не брали на себя слишком много, не загружали себя работой. То есть, скорее всего, эта карта отражает наше мировоззрение. Девы, они вот как раз вот такие. Они любят, чтобы все было сделано, чтобы все было по полочкам, и вся ответственность, чтобы на них. Вот нужно сделать так, чтобы вам еще, кроме работы, что-то было интересно в жизни. Посмотрите, у вас эта неделя действительно новых возможностей. И если вы даже привыкли так жить, даже если вам так комфортно, это не значит, что вам это на пользу, на благо. Это даже ваше здоровье здесь может вас подкачать, потому что вы перегружены. У вас как бы ваше счастье все в работе. А нужно, чтобы вы хотя бы понемножку, помаленьку были счастливы просто так, без результатов. То есть очень часто бывает так, что мы хвалим себя и любим только тогда, когда чего-то достигаем. Так вот, эта карта говорит о том, что вам нужно научиться быть счастливыми просто так, вот просто сидя на диване или там утром, когда валяетесь в постели в выходной день и ничего не делаете, да, то есть вот нужно умудряться хвалить себя вот именно в такие минуты, в такие состояния. Вот это считать достижением. Потому что может, конечно, быть здесь как бы перебор, да, у вас в работе. Друзья, желаю прекрасной недели, чтобы только самое лучшее для вас бывало. Всего вам доброго, до новых встреч.